Учащиеся Сухумского лицея-интерната стали первыми, кто принял участие в краткосрочных курсах по электроделу. Уже почти 2 десятилетия во всем мире, а с некоторых пор и в Абхазии работают над решением сложных энергетических проблем. Один из важных элементов проекта – подготовка квалифицированных кадров, способных работать с современными технологиями. Краткосрочные курсы программы Европейского Союза и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии поддерживает тренинги по новым образовательным методам и технологиям в секторе обучения энергетики. Сейчас наметились 3 основных компонента решения энергетической проблемы, которые можно использовать, в том числе реализуя программу в Абхазском Сухумском государственном колледже. Первое – это знания. Знания, которые позволяют эффективно работать с существующими технологиями, эффективно отрабатывать существующие возможности, чтобы они были наиболее эффективно задействованы. Второе – обновление технологической линейки, то есть поставка нового оборудования, поставка инновационного оборудования, развитие финансовых рычагов для того, чтобы решать энергетические проблемы. Опять-таки, для этого нужны глубокие знания в области энергетики. И третье направление – это же, конечно, освоение новых технологий. Это солнечные панели, это энергия ветра, это энергия малых электростанций, которую можно поставить и на море, и на реках. На первые краткосрочные курсы по электроделу было решено пригласить в виде эксперимента учащихся Сухумского лицея-интерната, чтобы по окончании школы они получили сертификат 2-го разряда для допуска к электричеству. Дети, которые закончат интернат, получат этот разряд, получат этот сертификат, уже с самого начала будут иметь возможность найти себя, реализовать на рынке труда, найти работу, причем имеют право работать на электрических линиях, на ремонте электрических, так сказать, установок, и уже могут зарабатывать и могут уже двигаться по жизни. Как отметила директор Сухумского лицея-интерната Лариса Кабба, и всегда хотелось, чтобы ученики, оканчивая интернат, получали дополнительное образование, которое могло бы помочь им реализовать себя в дальнейшем. Я хотела очень, в плане тоже было открыть автодело, например, чтобы дети могли бы, после школы работать, сразу имея уже какую-то специальность, чтобы они умели что-то делать. Перед тем, как сюда прийти месяц до карантина, у нас была лекция, с детьми поговорили, что здесь будет, что они будут, чему научат их. И дети с удовольствием написали заявление, что они хотят поучиться эти 2 месяца, получить специальность. Даниилу Думава 15 лет. Он, как и его друзья, впервые принимает участие в тренингах, направленных на улучшение среднепрофессионального образования в Абхазии. Дали нам в нашей школе такую возможность, чтобы мы поучаствовали в этом. У каждого класса спрашивали. Меня заинтересовали эти лекции, я решил посетить их. Краткосрочные курсы по электроделу проводятся 2 раза в неделю по 2 часа каждое занятие. В ходе обучения студенты приобретают необходимые знания и навыки. В процессе нашего обучения всегда мы смотрели на студентов, смотрели, как они развиваются и хотят ли они получить то, что мы им даем. Если у них желание совпадает с нашим откликом, с тем, что мы даем, если они учатся и хотят этих знаний, то мы на них обращаем внимание, и эти ребята никогда не остаются невостребованными. В конце обучения студентов ждет экзамен в присутствии сотрудника энергонадзора. Прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамен получают удостоверение электромонтажника со 2-й группой безопасности, которая позволит им работать с электричеством. Шазина Ханагу, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.